Иногда лучше готовиться к праздникам заранее. Эти ребята еще ученики школ, но уже на все 100 готовы к главному студенческому дню. Гора новостей приехала в Центр детского творчества «Глобус». Здесь уникальный мастер-класс по живописи. Девчонки готовятся к Татьяниному дню. 25 января – знаменательный день для всех Тань. Но изначально он имел большое культурное значение. Воспитанники центра занимаются не только творчеством, но и изучением истории. Вот так через прикладные ремесла можно заложить в голову массу полезной информации. Расскажи про Татьянин день. Я знаю, что в Татьянин день обычно все женщины собирались семьей и пекли каравай в виде солнца. И после того, как он остыл, каждый из родственников должен был отломить кусочек и съесть его. Так они провожали крещенские морозы и встречали весну. Даша поражает своей начитанностью. Уверена, вы об этом не знали. Неспроста обучающиеся Центра «Глобус» постоянные победители, призеры и лауреаты региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей. В технике скульптурной живописи работают только мастихином, специальным инструментом для масляной живописи. Мастихином получаются интересные мазки, из которых создается целостная картина. Панно получается объемным и ярким, что придает работам свою уникальность. Занятие напоминает синтез урока труда, изобразительного искусства и истории. Как вам такой эксперимент? У вас очень интересная техника живописи. Расскажи, что это за краска? Мы используем не краску, а пасту. Мы делаем пасту несколькими способами. Мы добавляем 2 столовые ложки акриловой краски, в нее добавляем 2 столовые ложки клея ПВА. Все это смешиваем, затем добавляем примерно 3-4 столовые ложки соды. Сода есть практически в каждом доме. Все это мы замешиваем. Масса может храниться до года в специальном контейнере. Такой контейнер может найтись в любом доме. Главное, он должен плотно закрываться. Сразу видно, что Дана отличница в школе, подготовилась на все 100. И работа у нее получилась практически точь-в-точь, как у руководителя объединения арт-мастерская Айгуль Медихатовна. Кстати, в Центре «Глобус» придерживается мнение, что каждый человек от природы гениален во всем. Он поэт, музыкант, танцор и художник, актер и режиссер, врач и учитель, исследователь и преподаватель, волшебник и чародей. С праздником всех Татьян и студентов! Не забывайте развиваться на таких уникальных мастер-классах. Амина Гибадуллина, Нарбикбов, специально для Горы новостей.